Самолет зашел на посадочную полосу. На борту 220 особенных пассажиров. Больше месяца они провели вдали от родины и в святых местах, поклоняясь Всевышнему Аллаху и исполняя религиозные предписания. Преисполненные священным долгом, с приятной усталостью на лице и радостью в глазах, София Цаутиева, жительница Кабардино-Балкарии, впервые совершила в этом году хадж. У бабушки наворачиваются слезы, рассказывая о святых местах. Все нужно было сделать. Очень приятная была поездка, все было удачно, все совершили по плану. Большое спасибо за организацию этих самолетов, рейсов. Это пятый рейс с паломниками из Ингушетии и соседних регионов Кабардино-Балкарии, Чечни. Беслан Шогенцуков в прошлом году совершал умру. На этот раз ему посчастливилось поехать на хадж. Признается, летал бы туда каждый день. Эмоции непередаваемые, надо там побывать, чтобы чувствовать Намина, Муздалифа, Джамарати. Эмоции зашкаливают, очень положительные. Я не знаю даже, как сказать. Но на хаджу первый раз, на умре был я, но хадж и умра, они совсем разные, и эмоции разные. Пока хаджи собирают свой багаж, родственникам скорее не терпится встретить и обнять своих близких. Они соскучились и переживали за них. Царму, массини дамал балбахачар. Ешие, ешиканква, цинхойе, нусие, яхвостигва. Далкабудол всегда мавахачара. Хадж – это время для размышлений, молитвы и самоотдачи. Паломники просили прощения за свои грехи, возносили молитвы за себя, своих близких и земляков. Рейсы к святым местам удалось запустить благодаря усилиям главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Организация хаджа прошла на высшем уровне, делятся паломники. Я тут живу рядом, очень удобно мне. Я приехал 20 километров и дома. Все нормально, спасибо им. Альхамдулиллах, очень все хорошо. Всех благодаря Аллаху. Да, очень удобно было. И как провожали, как и пограничники, досмотр, никаких проблем не было. На самом деле очень удобно было. И я благодарен сотрудникам аэропорта Ингушетии. Все супер было. На самом деле очень довольны. Всего совершить хадж из Ингушетии в этом году отправились более 1300 человек. Из 13 авиарейсов с паломниками осталось встретить еще 8. Зелимхан Калуев, Акрамат Дасхоев, Новости 24.